Я знаешь, как думаю, я уже взрослый человек. И эту войну последнюю тоже участие принимал, и брата потерял. Да. И все вот это, все в совокупности к такому выводу пришел. Вот то, что Советский Союз, большая страна была, мы все вместе жили. Вот наши отцы, деды, которые кровь пропили за эту страну, вот его развалили там в Кремле. И поэтому мы, абхазы, в том числе, войну получили. И до сих пор смотри, где мы, в какой ситуации все мы находимся. И поэтому, честно сказать, если всего этого не было бы, мы как соседи, мы всегда общий язык нашли бы. Но то, что случилось, то случилось. А в дальнейшем я лично думаю, не обязательно автономная республика в составе кого-то, не обязательно, а просто по-братски, по-дружески. Ну, вот там, ну, что было, то было, что теперь, не жить нам, что ли? Вот как-то общий язык найти и жить и по соседству никаких, без проблем. Вот на это надеюсь. Не хочу этот бывший Советский Союз, там потом, там опять этот лагерь, то другое, это уже прошлое все. Новые отношения должны будут быть между нами. Новые отношения и в мире со всем Западом и так далее. Не обязательно только в своем соку здесь твориться и так далее, и так далее. Вот, ну, полноценное вот будущее было. И я честно тебе признаюсь, лично мне удобно было с грузинами рядом жить. Очень даже удобно было во всем, все у нас хорошо было. Но то, что произошло, то произошло. Но я лично ни на другую, ни на кого не променяю вот совместную нашу жизнь. Честно сказать, удобно было с ними жить. Ну, вот произошло то, что произошло, то произошло. Мы во многом и в одежде, и в питании, и во всем, во многом мы очень похожи, что там говорить. Не нужно было нам этого делать. Там по плечу, по спине похлопать друг другу, мы поняли бы. Но то, что произошло, то произошло, что-то ни ты, ни я не виноваты. Ну, а в дальнейшем, дай Бог, чтобы между нами мир был. Да, кому эта война, какие, зачем, лучше, вот, знаешь, в мире жить нам всем. Дай Бог, чтобы все хорошо.